Конкурс «Доброе сердце Тыва» имени Ирины Романовой проводится для того, чтобы выявить всех людей, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, профессионалов в разных сферах. Согласно положению было утверждено 8 номинаций: добровольчество, здоровье, культура, образование, социальная работа, спорт, средства массовой информации, меценатство. В каждом направлении были учреждены свои номинации. На мероприятии объявлены и награждены победители в разных номинациях, которые были выбраны по итогам голосования жюри. Это и отдельные личности, и коллективы, проявившие особое внимание и заботу к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Одна из общественных организаций «Добрые сердца Тувы» на протяжении нескольких лет помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым, а также участникам специальной военной операции и их семьям. Помогает, и снег с крыши убирает, и окна моет пожилым людям. Это такие совершенно одноименные с нашим конкурсом «Добрые сердца». Да, спасибо большое. Победа была неожиданной, я не знал, мы просто нас попросили, мы всю информацию, то, что не хватало, мы рассказали дополнительно, и нас отправили, и сегодня вот получили такую награду, мы очень рады этому, и хочу сказать, что эта награда получается не только нашей организации, но и те, которые с нами сотрудничали все это время. За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения Тувы и активную общественно-политическую деятельность почетной грамотой в номинации «Здоровье» награждена Далана Аюн, врач медико-социальной экспертизы. Но сегодня проходит очень приятное торжественное мероприятие по награждению наших активистов, волонтеров, которые принимали участие в конкурсе «Доброе сердце Тувы». Я очень рада за своих коллег, активно занимающихся общественной деятельностью с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также с детьми категории ребенок-инвалид. Я сама работаю на медико-социальной экспертизе, как раз мы устанавливаем инвалидность. Да, и я знаю, что это люди с ограниченными возможностями здоровья, и взрослые, и дети, конечно, они требуют повышенного внимания со стороны общества. В этом зале собрались люди с добрыми сердцами. Каждый из них внес неоценимый вклад в жизнь человека с ограниченными возможностями здоровья. Всего было подано 77 заявок. Большинство поступило от работников сферы образования. И очень надеемся, что вот то, что движет нашими победителями, желание помогать, чтобы им заразились другие люди. Потому что вот как бы наше общество сильно тем, что мы вот особенно в период специальной военной операции понимаем, как нужна помощь друг другу. Нас президент нацеливает на эти задачи, что все-таки вот наше единство, наша взаимопомощь, она нам помогает. И, конечно, очень важно, чтобы мы ее проявляли тем, кому она нужна в первую очередь, людям с ограниченными возможностями здоровья. Это мероприятие стало отличным поводом отметить тех, кто делает мир вокруг себя добрее и светлее. Оно вдохновило всех присутствующих на новые подвиги и благоприятные поступки. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Ангар Кужугет, телеканал Тува 24.